Дети абсолютно, 99,9% рождаются талантливыми. Когда упала свобода на голову, когда вроде все можно, и ты не знаешь, что с этим делать. Любил подраться. И были тяжелые времена, я это проскочил. Простая гимнастика, начать с нее. Я в 86 году на свои деньги я купил себе машину. Тебе либо дано, либо не дано. Ну, тогда это было запрещено, тогда это форцовка называлась. Мы брали отсюда вещи, там, шерстяные вещи, значки брали, там, ложки, поварешки, матрешки. Здравствуйте, уважаемые подписчики! Приветствую вас, Орзубек Пулетович. У нас сегодня в гостях один из выдающихся советских боксеров, семикратный чемпион мира по боксу среди профессионалов Орзубек Назаров. Добрый день, доброе время суток. Про Орзубека Пулетовича, если честно, очень много интервью, очень много вы найдете и видео, и письменных материалов, поэтому я постараюсь задавать вопросы, которые ему не часто задают, потому что Орзубек Пулетович еще и предприниматель с большим стажем, и у нас есть очень много интересных вопросов к нему. Ну, сначала начнем с мира бокса, потому что прежде всего, кем бы вы ни представляли Орзубека Назарова, вы представите его как боксера. И вот вы с детства начинали заниматься боксом, и сам выбор, он был осознанным или кто-то вам посоветовал? Самый распространенный вопрос. Вообще, драчун, маленький, шустренький, любил подраться. Ну и у мамы терпение закончилось. Взяла за руки и привела в боксерский зал. Геннадия Федоровича оно привела. Ну, соответственно, осознанный или нет, дело в том, что драться любил, значит осознанный. А мама провела, и мне очень понравилось это дело. И через какое-то время, там, очень быстро, тренер увидел, что во мне что-то есть. Ну и вот оно пошло. Люди разглядели ваш талант, и вам это нравилось. В детстве многие проявляют какую-то вот сообразительность, талант к чему-то, да? Но не все во взрослой жизни становятся успешными. Какой ингредиент еще необходим? Очень часто об этом говорю, что дети, все дети, абсолютно 99,9% рождаются талантливыми. Рисование, наука, техника, физкультура, космос, ну, что угодно. Вот ребенок все равно где-то талантлив. Это один из талантов, который идет с рождения. Другой талант – это талант трудолюбия. А вот талант трудолюбия – трудолюбие это не просто так, вот ты любишь трудиться. Нет, тебе либо дано, либо не дано. Берем бокс. Очень много ребят, которые были в детстве, им очень легко все давалось. Ему дается легко, он не задумываясь, так же, как математику посмотрел. Одному человеку эту математику зубрить надо, а другой уже на следующий день пришел, потому что он увидел, он знает это. Человек не задумывается. В боксе тоже. Кому-то надо там, чтобы левый сбоку пробить, его надо бить, чтобы ножку нормально поставить, бить надо, работать. А другому нет, он просто двигается, он просто другого соперника видит. Это талант. А вот когда у тебя это получается, и плюс к этому ты растешь, ты спросил во взрослой жизни, там уже приходят мужчины, которые терпеть умеют. И тут должна быть уже физика, должны быть навыки, ты должен все это дело отрабатывать. А если ты это не отрабатываешь, если ты не уделяешь должного внимания тренировкам, дисциплине, то, соответственно, твой талант потихоньку угасает. Вот две необходимые вещи – это Богом данный талант той или иной сфере, и второй талант трудолюбия. Ну и к этим двум вещам можно иметь 7 пядей во лбу, но есть госпожа удача. Если она улыбается, значит все хорошо, но бывает, что и удача не на твоей стороне. Вот есть вот так должны сойтись звезды. Если они сходятся, тогда получается чемпион, тогда получается академик, тогда получается герой, тогда получается тот человек, на которого
равняется не одно поколение. Вот, например, в советское время была очень сильная конкуренция, не такая, как сейчас. И какая вот мотивация или воодушевление вам помогало, чтобы, несмотря на конкуренцию, быть лучшим из лучших? Но действительно, в советское время 15 республик. Все, практически в 15 республиках был развит бокс. Чтобы дойти до чемпионата СССР, надо было пройти целый ряд соревнований, чтобы дойти до сборной. И когда приходили сборные, то в одном весе было там 5-7 человек, которые примерно были одинаковые. И вот это конкурентно. Потом конкурентная борьба, когда идет, ты хочешь стать лучшим. Это первое. Это, как это назвать, тщеславием. Это любовь к себе, быть сильным. Есть такие вещи, которые, может быть, не совсем понятны будут. Это когда ты хочешь быть первым. Может, для кого-то это показывает, что зазнался. Нет, ты хочешь быть первым на ринге, ты хочешь быть первым в какой-то другой области. А в первую очередь это, наверное, желание быть первым, желание быть лучшим. Ну и как в дальнейшем, когда ты уже доказал, и в дальнейшем уже, в советское время же финансы это было не столько важно. Слава. Слава это, конечно, такая вещь, которая не каждому по плечу. Приходит слава, это очень нравится. Нравится всем. Если кто-то говорит, что не нравится, что тебя узнают, это вранье. Это очень нравится, только этим надо уметь пользоваться. Вот такие маленькие вещи, которые тебя стимулируют к тому. А потом, в дальнейшем, когда тебя узнают, когда плюс к моральному, психологическому твоему настроению приходит еще финансовое благополучие, то, естественно, это все подпитывается. А тем более в советское время, вот 80-е годы для нас, те, кто помнит эти года, когда еда по талонам, там, колбаса там только в пятницу, а я привилегированный. Молодой пацан, там мне было 17-18 лет, я уже был на довольстве, на спецпитании. Заходил в магазин и брал икру, колбасу. Раз в неделю я отоварился. Это тоже стимул был в те времена. Но больше всего, наверное, стать первым. И потом тот человек, который не испытывал этого кайфа, это когда в честь тебя звучит гимн, поднимается флаг. Это как экстаз. Это такое необъяснимое, но очень классное чувство. Когда вы отвечали, уловил суть, вы говорили о внутренней мотивации. Сначала должно быть внутреннее желание, и потом уже внешние стимулы, они вторичны. И вот как нашим молодым парням и девушкам в наше время найти вот эту внутреннюю мотивацию? Дело в том, что вот сегодня очень тяжело. Постоянно мне задают вопрос, вот такие вопросы, как сегодняшнюю молодежь растребушить, чтобы она относилась, во-первых, к себе по-другому. Дело в том, что сегодня посмотри на молодежь, им там по 20 с лишним лет, 30 лет. Молодые парни с пузом, они там 2 раза подтянуться, там 3 раза отжаться не могут. И почему? Я думаю, что в первую очередь информационная атака на наших детей. Раньше было идеологически, чтобы пионер должен выглядеть так, октябренок вот так, пионер так, коммунист вот так должен выглядеть. И у нас идеологически мы готовились быть похожим на него. Где-то хотя бы какие-то грани были. Сегодня нет. Сегодня ребенок, он читает, и мы же не можем проконтролировать, что он читает в интернете. И мы не знаем, что у него в голове. И он читает, и вот эти мотивационные вещи для кого-то становятся оружием мотивации. Для кого-то он смотрит, показывают
богатый толстый дядька сидит там на беговой дорожке, сидя, коньяк пьет. Он думает, что это хорошо. Вот эти вот вещи, нету идеологических вещей, которые бы мы могли донести до ребенка, чтобы он понимал, что, во-первых, для того, чтобы быть успешным предпринимателем, и хорошим бизнесменом или уважаемым чиновником, чтобы стать премьером, чтобы стать депутатом, чтобы стать президентом, во-первых, у тебя должно быть здоровье. Такая простая вещь. Возьмите любого президента страны, любого премьера, даже наших. Они же работают по 20 часов в сутки. А если у тебя нет здоровья, как ты сможешь это делать? Я вот сегодня тоже об этом говорю. Детвора, если вы хотите стать там бизнесменом, политиком, президентом, премьером, вы, во-первых, вы должны пройти вот такие вещи. Вы должны знать, что такое физкультура. Простая гимнастика, начать с нее, а там уже как вы захочете. Бегать, прыгать, плавать. Это очень важно. И сегодня вот это детям не доносится. И в первую очередь не доносится родителями. Они утром встают, собираются, быстро кушают и убегают на работу. Вечером приходят, быстро готовят кушать, быстро что-то делают и ложатся отдыхать, потому что рано утром опять на работу. А ребенок остается сам себе, ребенок остается в просторах интернета. И говорить ему о том, что сейчас я говорю, ему некому. Я думаю, это одна из тех вещей, которых сегодня не хватает. Это беседы с детворой, это вот идеология, это здоровый образ жизни. Хотя, как-то говорится, здоровый образ жизни есть, он где-то проскакивает. Но фундаментально, направленно этого нет. На любительском ринге вы завоевали все немыслимые титулы, затем у вас был переход в профессионалы. В профессионалах, я думаю, первые серьезные деньги пошли. И вам, будучи спортсменом, как удалось сохранить эти деньги? Ну, во-первых, самый главный титул, тот, к которому стремится любой спортсмен-любитель, это Олимпийские игры. Я до него не дошел. В течение обстоятельств. Ну, так сошлись звезды. Это раз. Так что, достиг многого. Первые деньги, говоришь, в профессионалах. Я скажу так, что первые большие деньги для Советского Союза, пацан, которому там мне было 18 и там до 23 лет я боксировал в любителях, по советским временам я получил очень хорошие деньги. Я в 86 году на свои деньги я купил себе машину. Это в те времена, 86 год, 8300 рублей. Это финансы, это хорошие финансы. Зарплата была, плюс выезды за границу, где мы там занимались форцовкой, да. Это мы сейчас все уже знают. Те деньги, они сохранились, но часть денег пропала, пока я был в Японии. Была реформа денег. В общем-то, какие-то деньги сохранились. Спасибо маме, она там смогла эти деньги вытащить, и мы купили там кое-какие вещи. Уходя в профессионалы, да, я подписал контракт. В принципе, у меня зарплата была, fight money были. Это все хорошо. По тем временам, в общем-то, я опять, если взять то время, 89-98 год, это 10 лет, я был за границей. И вот самые страшные времена для не только Кыргызстана, для всех стран СНГ, для всех союзных республик были очень-то было, когда упала свобода на голову, когда вроде все можно, и ты не знаешь, что с этим делать. И в особенности страдали средний слой населения. Те люди, кто работали на заводах, те люди, кто работали в колхозах, те люди, кто занимались землей, все это упало. Никто не знал, что с этим делать. И были тяжелые времена. Я это проскочил. Я проскочил, потому что я жил в Японии, во Франции, в Америке. Я зарабатывал, я занимался любимым делом.
Я приносил пользу Кыргызстану, естественно, себе. Денег, ну, по тем временам как бы заработало немало денег. Но часть денег я сохранил, но часть денег я потерял благодаря... Как, вот так показываю, да? Вот так показываю, да? Вот это, да, этим мнимым друзьям, которые меня обманули. Я доверился им, я дал деньги в управление. Часть денег осталась, но большая часть денег я потерял. Помните, мы еще с вами беседовали. Первые деньги в каком возрасте заработали? Первые деньги я заработал в 6 лет. 6 лет я заработал их честным трудом. Я собрал яблоки, я отвез их на базар. Мне в этом помогла бабушка. Она даже дала рубль базарный. Я продал два ведра яблок. Это получилось, там все продавали по 4 рубля, я продал их, понимал. Мне бабушка объяснила, что яблоки надо быстренько, скороспелка, что мы их натрясли, что где-то через 2 часа они начнут чернеть, и уже товарный вид будет плохой. Тебе надо быстро их продать. Но я взял на Орленок, довез, маленький был, довез, поставил на прилавок, посмотрел поляну, посмотрел цены и быстренько сориентировался, и когда люди продавали по 4 рубля ведро, я продал по 3,50. 2 ведра продал, я за полчаса заработал 7 рублей, привез их бабушке. Бабушка рубль себе забрала, это, говорит, мои, а 6 рублей мы поделили на двоих. Вот мои первые 3 рубля, которые я заработал честным трудом. А до этого все равно деньги были, потому что мама меня посылала на базар, я... Ну, человек, который с 5 лет я уже на базар бегал, и все равно я свои там 3-4 копейки сторговал у базарников. Они меня все знали, и знали, что я торговаться буду. И вот там, с базара свои там 5-6 копеек у меня оставалось, я их убирал в копилку. Да, отлично. И вот этот навык коммерческий, он, наверное, помог вам, когда вы были боксером на любителях, езжали в разные страны, да, брали какие-то товары. Ну да, тогда мне, допустим, помогло, что я умею торговаться. Я там ребятам помогал торговать вещи. Особенно там в таких странах, как Таиланд. Это страна, где все торгуют. Или Турция, допустим, да, когда ты приезжаешь и просто берешь вещь, тебе даже будут уже неуважительно относиться. Вот, Азия, ты должен торговаться. И мне это помогло, Ну, тогда это было запрещено, тогда это форцовка называлась. Мы брали отсюда вещи, там, шерстяные вещи, значки брали, там, ложки, поварешки, матрешки, кожаные сумки. Мы туда это все везли, мы там находили клиентов, мы торговали. Потом оттуда приезжали сюда, оттуда везли магнитофоны, там, футболки. Здесь торговали. Но это все было на грани с законом. Нас за это вообще, если ловили, то это форцовка, за это сажали. Смотря на такие свободы и возможности, вот современная молодежь, говоришь, начать бизнес, предпринимательство, говорят, очень много денег надо. Хотя предпринимательство начинается с простых вещей, да? Берешь где-то в оптом и в розницу пробуешь продавать. Это самое простое. У нас, в принципе, Кыргызстан, вся страна это купи, продай. Там взял по опту, подешевле, да, затратил какие-то деньги, транспортные расходы, что-то сделал, и приехал к себе в село, там, в колхоз, потихоньку продал. В принципе, это легко, с одной стороны, а с другой стороны, это же долгие деньги. Это длинно. Сейчас молодежь, наверное, хочет сразу заработать. Там что-нибудь выиграть или как-то, чтобы сразу тебе упало ощутимое количество денег. Никто не хочет зарабатывать потихоньку. Спорт – это тоже бизнес. То есть бизнес. Ты должен пахать, трудиться, но очень много есть объективных, субъективных причин, почему ты можешь не заработать, или почему ты можешь не стать чемпионом, почему ты можешь не добиться славы. Ну вот сегодня как-то получилось, что многие хотят прямо сейчас и быстро. Да, вы 7 раз защищали титул чемпиона мира. И с чем связан уход из спорта? Все банально. Здоровье. У меня была проблема с глазом, отслоение сетчатки.
Я долго с этим боролся, у меня было 3 операции. Первый вопрос, когда я попал в больницу после боя, это в мае 98 года во Франции. Меня наложили на операцию, я говорю, когда операция? Он говорит, ну завтра вы уже готовы, завтра будет операция. Я говорю, а когда я смогу боксировать? Он говорит, вы спортсмены все больные люди. Разговор идет, ты бы спросил, когда я буду видеть, и ты спрашиваешь, когда будешь боксировать. Но я провел 3 операции, но уже когда точно знал, в 99 году сделал официальный уход с бокса. Год я лелеял надежду, что я смогу вернуться, но там уже категорически было запрещено, у меня упало зрение, плюс неудачная операция. Ну вот и все, и вот так как карьера и закончилась. Поэтому мне пришлось закончить бокс. Хотя 32 года было, полон сил, энергии, огроменный опыт, который немаловажен вот, в профессиональном ринге, да и вообще в спорте. И вот это мне уже помешало. Да, я знаю, было очень 2 сильных удара в вашей жизни. Первый – это поражение у себя в столице. И второе, вот как раз потеря титула чемпиона мира. Вот в таких сильнейших поражениях, вот как вы заново вставали, как вы смогли собрать себя в кулак? Во-первых, семья. Это немаловажно. Семья, когда в 89 году, когда я во Фрунзе проиграл, тут было вообще мне с укором, да как же мы на тебя ставили, мы тебе верили. А о том, что почему, как, никого не интересовало. Семья. Семья, тогда у меня там, первая жена была, она тогда помогла. Братья сильно помогли. Очень сильно братья помогли. Вот прямо они рядом были. Я в депрессии был. Я тогда за месяц я набрал килограмм 6, наверное. Я очень люблю булочки. Мне мама булочки готовила, жена булочки готовила, и я булочки. Я на улицу не выходил, потому что везде был укор. Потом месяц прошел, меня вызвали на сборы, и все, оно пошло. Ну, и я себе тогда задачу поставил. Я понимал, что как раз уже открывался дорога в профессионал, уже разговор пошел. Я думаю, я должен успеть, я должен доказать. И вот как бы ставишь себе цель, и вот, наверное, цель вытаскивает тебя с той ямы, в которую ты можешь попасть. А в 98 году, ну, там вообще сложно было, очень сложно было. Когда едешь с чемпионатов мира, тебя там с ковровой дорожкой в аэропорту, там, около самолета встречают, там, колпак одевают, шапки надевают, все, а потом все это президент приглашает, там, туда приглашает, сюда приглашает. А в 98 году приехал, я там во Франции был, проиграл, 2 операции у меня там подряд. Я приезжаю, сюда никто не встречает. Это, конечно, было сложно. Это было для меня, конечно, тяжелейшим ударом. Плюс в то же время меня друзья кинули на деньги, на серьезные. Ну, опять семья, опять вот эти мнимые друзья, может быть, так, да, они меня кинули, но где-то вот они отплатили другим, они меня поддержали. А потом, наверное, все-таки я боюсь за себя говорить, что я там такой вот крутой, но все-таки, наверное, моя внутренняя сила. Внутренняя сила. Если я смог стать чемпионом мира, защитить много раз титул чемпиона мира, то неужто не смогу в жизни стать на ноги? Тем более, когда я разговаривал в те времена, политики, все, они все давали знать, ну, боксер, что ты сможешь сделать? И у меня вот это мое самолюбие, я гораздо больше и видел, и больше знаю, чем они все вместе взяты. И меня это цепануло, и я ушел в бизнес, я ушел сначала по найму, я ушел учиться в налоговую, в полицию, я ушел изучать законодательство, я смотрел предпринимательство, я обжигался, но я шел, я пошел в политику, мне было интересно узнать свою страну, потому что я 10 лет ее не видел.
И, наверное, внутренние силы, вот здесь вот я уже взрослый был, что у меня уже четвертый десяток, что 33 года мне было. Я понимал осознанно, что я должен доказать самому себе, что я могу быть сильным не только в боксе. До 33 лет вы завоевали невероятное количество титулов, показали себя как человека-легенду в боксе. А многие говорят, вот 33 года еще молодой, а вы же до 33 все это сделали. Вот сейчас многие тешат себя надеждой, что еще много времени. Вот что им можно сказать? Ребята, времени никогда много не бывает. В 20 лет мне говорили молодой, в 30 лет мне говорили молодой. В 40 лет я, будучи депутатом, мне говорили молодой. Но, а если взять с другой стороны, в 40 лет Медведев, Путин, они уже управляли такой огроменной страной. Наши, не буду фамилии называть, наших политиков, бизнесменов, которые там, 30 годам уже довольно-таки уважаемые люди. Ну, не знаю, не все правильно пользуются своими финансами и положением, но не в этом суть. Но они смогли к 30 годам. Нету времени. Сегодня кажется молодой, 20 лет. Но, ребята, не заметите, как с 20 до 40 пролетит время. Как мне говорили, ой, блин, до 20 время тянется. Да, где-то вот эти, наверное, школьные года тянутся. Это, кажется, тянулось. Они тоже проскочили как один день. С 20 до 40 вообще не заметил. Сегодня мне уже 55 будет, опять я чуть не заметил. А года идут, и не надо говорить, что ты молодой. Надо просто брать от времени все, что ты успеваешь взять. Как есть песня, жизнь – это миг между прошлым и будущим. А если взять во всей Вселенной, то это вот такая маленькая песчинка времени, которую нам Всевышний дал, что мы должны за это время что-то сделать. Также интересно, что вы, будучи спортсменом, занимаетесь общественной деятельностью, предпринимательской деятельностью. Мы вас знаем так же, как и политика. Вот что вам помогает хорошо говорить, доносить свои мысли? Ну, во-первых, мне говорить помогает то, что я в сборной Советского Союза, будучи пацаном, да и мама мне говорила, читай. И когда в сборную попал, ну тут двояко. Во-первых, книги Чингиза Айтматова, книги Яна и еще целая плеяда. Вот я сейчас с кондачка так не вспомню. У нас же было очень хорошее издательство в Киргизии. Я брал 5-7 книг с собой брал на сборы, и там их прочитывал, а потом эти книги продавал. Здесь их берешь там по рубль 50, по 2 рубля, а там по червонцу их продаешь. Ну и приятно, и полезно. И я думаю, что то, что я могу говорить и мыслить, это в первую очередь это книга. Большое спасибо книгам. Немаловажно, я закончил в Канте школу, и у меня в 8 классе, когда я сдавал экзамен, то даже 10 лет учились, в 8 классе я сдавал русский язык и литературу, у меня были 5. Потому что мне очень нравилось читать. И я рассказывал стихи, все это было, мне пришло в пользу. Я благодарен учителю английского языка, она мне дала азы английской базы. Да, она сейчас поменялась, эта база, потому что тот английский, который мы учили, который потом английский мне пригодился за границей, он другой был, но база была. Это вот эти вещи, которые мне помогли. И самообучение уже потом, будучи депутатом, ну, во-первых, да, наверное, тоже немаловажно, я не боюсь публики, я не боюсь камер. Это вот как бы в сборной уже пошло, и тем более я выхожу на ринг, когда вокруг там от 1000 до 10 до 20 тысяч людей, я большого присутствия людей не боюсь. Это мне помогло. Ну а в дальнейшем я просто смотрел на людей, которые говорят, и понимал, что так говорить нельзя. Надо уметь себя преподносить. И вот, будучи депутатом, я учился, я брал книги, я читал, как надо говорить, как надо жестикулировать, как надо делать, чтобы люди к тебе тянулись и чтобы тебя услышали. Я читал, как
какие фразы должны быть, какое количество слов должно быть, сколько доклад должен быть, чтобы тебя восприняли. Ну и у нас там женщина была, она мне помогла риторику ставить, как я говорить должен. Ну, в общем, вот самообучение, опять самообучение. Вот это немаловажная вещь, которая нужна сегодня всем. Вот современных политиков, насколько вы оцениваете, что они умеют говорить? Ну, есть политики, прям я вижу, как они выросли. Вот, будучи за последние 10 лет, я их знаю лично, я знаю, как они говорили и как они стали говорить. Я понимаю, что сегодня политики знают о том, что нужно уметь правильно говорить. Нужно уметь правильно донести свою мысль до электората, до партнера, до противника, до соперника, до политического оппонента. Потому что когда он будет много говорить, он его не услышит. И это 100% люди учатся. Ну, Чингис, ты сам этим занимаешься. Я вижу по интернет-изданиям, что ты занимаешься обучением. Ты не пишешь кого, но я понимаю, что людей, которые, может быть, я их и слышу, может быть, они и есть твои ученики, или как сейчас называется, твои слушатели. Но это обязательно. Но есть люди, которые не могут, им просто не дано. Они доклад не могут, доклад, который там 5 минут, они его не могут рассказать, они теряются в словах. Но это говорит либо о том, что они тупо его не читали, им дали перед выходом, и они его начинают говорить, либо они необучаемые. Вот у вас очень часто берут интервью, в то время как у наших каких-то молодых спортсменов их не приглашают, или они не могут говорить. Вот как вы думаете? Я думаю, что, во-первых, спортсмены, очень многие, они раскрываются на ковре, в ринге, на беговой дорожке, на велодорожке, в бассейне они показывают, выносят все. Они там показывают, какие они есть. А когда касается публичных, вот тут они теряются. Они теряются, я думаю, что... Мне, допустим, тренер в свое время помогал, учил, как надо вести себя на публике. Здесь, может быть, тренера не учат своих подопечных. И это первое. А второе, сегодня, когда человеку 25 лет, говорит, еще молодой, да? А у нас в советское время 25 лет сборной Союза уже ты не был, потому что ты уже старый. Поэтому сами спортсмены, они должны обучаться. И, наверное, думаю, самое основное, они сейчас все сидят в интернете. Вот эти СПБ, ПЖЛ, ОК, там, и вот эти сокращенные, все большие слова, которые надо выговаривать, слово «пожалуйста» и «спасибо», да, но обычные слова, и они на них запинаются. Значит, просто надо убрать компьютер, взять книжку и почитать, и я думаю, что и тогда корреспонденты к ним потянутся. Вот недавно мы с вами писали книгу, буквально завтра уже будет презентация. Что в этой книге вы хотели сказать своим читателям? Я даже не сказать хотел. Я просто рассказал, как было. И рассказал своим языком. Спасибо тебе, Чингис, ты вот мои высказывания, мой сленг, мою душу ты сумел положить в книгу. И вот там правильно есть такое высказывание же в начале книги, когда вы начнете думать чуть-чуть как я. Это же классно. И я там никого не учу в книге, я просто констатирую факты. А когда факты складываешь, то получается, я сам прочитал его еще раз, да, очень интересно, оказывается, получается. Жизнь у меня, мне сегодня уже там 55, да, и вот эти взлеты, падения, я думаю, что молодежь, им будет интересно, как я падал, как я поднимался. Одно дело, вот я рассказываю,
услышал, забыл. А другое дело, когда в книге они почитают, как мне было тяжело, как я поднимался, как меня кидали, как я радовался, как я плакал. Все это в книге описано. И когда прочитает, оно вот здесь останется. А то, что вот я сейчас говорю на камеру, ну, человек услышал. Как это? У меня мама говорила, вот в одно ухо влетело, в другое вылетело. Надо, говорит, тебе все затычку ставить. А когда книгу прочитал, а тем более бумажный вариант, ты ее почувствовал, я думаю, что я смог, вот даже через печать, в книге есть вон та энергетика, которую я хочу передать своим читателям. Да, все верно. Вот вы в 55 лет рассказываете свою историю, написали книгу, то есть у вас есть что рассказать. Вы из своей жизни создали шедевр своими руками. Вот как нашим зрителям, тоже не боясь, написать шедевр из своей жизни? Вот какое напутствие можете дать им? Ну, друзья мои, чтобы, вот как вот мне так польстило шедевр, да, чтобы создать шедевр, надо быть шедевром. Вы делаете дела, о которых потом не стыдно будет рассказывать. Это раз. Идите по жизни с поднятой головой. Вот я вот очень часто это говорю. Я говорю, мне когда вот 50 лет было, у меня там был юбилей, приехало много-много моих друзей, спортсменов, сборная Союза. И мне один корреспондент спросил, говорит, ваше достижение на 50 лет. Я ни о чем не вспомнил. Я говорю, вот мне сегодня 50, я иду с высоко поднятой головой, и мне в спину никто не плюет. Я точно знаю. Может быть, кто-то сейчас слышит, как, не, я тебе плюну. Ну, пожалуйста, вы плюньте мне, только скажите, за что. Я иду, я гордо иду с поднятой головой, и поэтому я считаю вот это самым главным шедевром в моей жизни. Что я достиг, это уже останется в истории. Хорошо, плохо, но это будет прописано в книгах. Сегодня вот мне дали учебник киргизского языка, где про меня идет пример. Там, Арзубек Назаров там, сделал то-то, то-то. Это уже останется. А самое главное, что если даже кого-то в жизни наказывал, я наказывал за дело. Если я кого-то бил, я бил это это работа такая была. Ну, грубо скажем, если я тут даже кого-то кинул, то я кинул тоже за дело, он мне спасибо за это говорил. А вот это есть, я в книге-то передавал. И молодежи говорю, ребята, вы делаете так, чтобы потом, когда оглянулись, не было бы стыдно за того пацана, которому было 20, 30, 40 лет, да? Вы сегодня, допустим, вам там 55, 60 лет будет, и вы хотите что-то написать, и придется врать. А вот сделайте так, чтобы врать не было. И тогда вы в 25 уже можете написать про то, что вы сделали в 15. Я думаю, вот это самое основное. В жизни надо идти с высоко поднятой головой. Только подбородок отпускайте, чтобы не пробили сбоку. С вами был 7-кратный чемпион мира по боксу Арзубек Назаров. До встречи. Счастливо.